بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Сегодняшняя наша проповедь посвящена описаниям рая. Передается хадис от Абу Хурайра, радзиаллаху анху, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда был с подвижниками, сподвижники спросили: «Я Расуль Аллах, из чего создан рай?» Тогда посланник Аллаха ответил, что он создан из чистой воды. Тогда сподвижники спросили: «Я Расуль Аллах, от чего же его строение, которое находится в раю?» Тогда посланник Аллаха ответил, что в действительности один кирпич, говорит, из золота, другой из серебра. И то, что раствор между ними, это, говорит, от миска, говорит, раствор. А земля, говорит, которая в раю находится, это тоже как миск, заафуран. От него, говорит. А то, что камушки, говорит, которые находятся в раю, одни, говорят, из них из жемчуга, говорят, а другие из драгоценных камней. Якут камни, говорят. И тот человек, который, говорит, зайдет в рай, у него не будет, говорит, никаких мучений. Человек не будет мучиться. День за днем, говорит, он будет молодеть. А тот человек, который живет в этом бренном мире, если он стареет, наоборот, ему, говорит, тот человек, который зайдет в рай, ему, говорит, будет добавляться молодость. И он не умирает, говорит, в раю. И то, что он будет одевать, даже это не стареет. Говорит. Вот, например, возьмем, если даже я сегодня купил новую рубашку, проходит месяц, год, она уже стареет, она рвется. Но таким образом в раю, говорит, не будет. Даже вот одежда, которую человек одевать будет там в раю, она, говорит, будет тоже вот таким образом оставаться новой. И то, что дается ни'мат, дорожа, которые в раю, она, говорит, будет увеличиваться. И приводится в другом хадисе посланника Аллаха, в действительности, говорит, в раю есть дерево, говорит, под тенью которого, если даже всадник будет идти в течение 100 лет, эта тень этого дерева не заканчивается. Вот, например, возьмем в этом мире, какое бы большое дерево не было бы, он имеет свои ограничения. Вот тень, которая под ней, она имеет какие-то ограничения. Вот в раю, который есть дерево, о котором описывает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если даже всадник 100 лет будет ходить на своем коне, он говорит, вот эта тень не закончится. До такой степени огромное дерево. И еще описывая рай, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает, что говорит, человеческий глаз не видел и ухо не слышало. И даже разумом невозможно придумать те ни'маты, те дарования, которые Всевышний Аллах уготовил райским людям. До такой степени Всевышний Аллах, там все то, что мы даже не видели, не слышали, не знаем, даже не можем думать, это тоже приготовлено для тех людей, кто будет обитателем рая. Дай Аллах нам и всем мусульманам быть из этого числа. И Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, вазиллим мамдуд». И тень, говорит, который не скончается. Это описание того, что вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже говорит об этом дереве. И в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, фаля та'аляму нафсум ма уфия лахум мин гуррати аюн». И не знает, говорит, человечество, и не может даже придумать, что ему приготовлено в райских садах. Из-за этого, кто хочет райским обитателем быть, он должен амал делать в этом дне. Вот, например, как бывает у нас. Человек работает, в конце месяца получает заработную плату. А если человек не работает, разве в конце месяца ему какое-то денежное вознаграждение кто-то дает? Нет, конечно. Из-за этого точно так же. Мы должны амал делать, чтобы получить райские сады. Почему? Потому что человек, когда рождается в этом дуне, Всевышний Аллах уготавливает, говорит, и в раю место этому человеку, и в аду. И если он делает амал райского человека, то есть получает удовольствие Всевышнего Аллаха, выполняет обязательства, возложенные на мусульман,
то он становится мусульманин, заходит в рай. И когда он заходит в рай, ему говорят, показывают то место, где уготовлено еще в аду у него место было. А в это место отправляется неверующий человек. А если по воле Всевышнего Аллаха, если человек попадает в ад, ему говорят, показывают и райское место. Вот тебе там и рай было приготовлено. Но ты не сделал амал, а туда попадает истинно верующий человек вместо этого человека. Из-за этого каждый из нас должен осознавать и понимать, что за его поступки в судный день будет спрос. За его деяния Всевышний Аллах дарует ему и рай, и ад. Из-за этого каждый из нас должен искренним сердцем служить Всевышнему Аллаху и быть из истинных мусульман. И амал делать поэтому. В действительности, как человек, живя в этом бренном мире, стареет, теряет силы, но райские люди говорят, кто заходит туда, они говорят, день за днем молодеют. И независимо в каком возрасте человек умрет, даже если ему будет 60 лет, даже если ему будет 120 лет, он говорит, будет в 33-летнем возрасте. Таким каждый из нас понимает, что 33 года это рассвет человека. И силы есть, и здоровье, алхамдулилля, и все возможности есть. Вот в таком возрасте человек будет, иншаллах, заходить в рай. И высота, говорит, как у Адама, алейхиссалам, 60 зираа будет, говорит, у людей. Однажды посланник Аллаха навестила старая женщина. И сказала, я Расуль Аллах, я хочу быть обитателем рая. Тогда посланник Аллаха повернулся к ней и сказал, старые женщины не взойдут в рай. Эта женщина чуть-чуть изменилась в лице. Как это? И тогда посланник Аллаха улыбнулся и сказал, говорит, когда ты зайдешь в рай, ты будешь 33-летней молодой женщиной. Вот это тоже один из далилов, что мы, иншаллах рахман, когда будем заходить в рай, иншаллах Аллаху Та'ала нас всех в этом возрасте будет там собирать. А дети, которые до совершеннолетия будут умирать, они говорят, в этом же возрасте там будет отдельная для них, как бы вот игровые площадки есть у нас, вот точно такая же вот категория этих детей, они будут там находиться в этом же возрасте, ничего для них тоже не изменяться не будет, вот они там будут играть, своими делами заниматься тоже, дети тоже. Из этого каждый из нас должен осознавать и понимать, то, что дарует Всевышний Аллах, мы должны шукр делать. Та жизнь, которая дарована нам, мы должны посвящать служению Всевышнему Аллаху, получать довольство ее. Если таким образом мы будем поступать, иншаллах рахман, Всевышний Аллах одарует нас райскими садами. Дай Аллах нам и всем мусульманам. И кто, говорит, зайдет в рай, Всевышний Аллах будет кричать, повелевать, говорит, своим ангелам, о мои ангелы, вы напоите моих любимцев. И тогда, говорит, эти ангелы будут приносить разные кушания, будут давать им, кто будет райскими обитателями. И приводится, что первый глоток, говорит, той еды, которую человек будет кушать там в раю, не будет похож на второй, если даже с одной посуды он будет брать. А на первый и второй, третий не будет похож. То есть разными вкусами будет, говорит, вот это кушание. И когда они все напоятся, Всевышний Аллах, говорит, будет повелевать своим ангелам, о мои ангелы, сейчас из питья даруйте их. Вот таким образом разные питье будут приносить, точно так же, как кушание меняется, точно так же питье тоже. Первый глоток, говорит, не будет похож на второй глоток. До такой степени разными вкусами и разными наслаждениями будет, говорит, это пища и это кушание и питье, то, что будет дароваться Всевышним Аллахом в райских садах, будет, говорит, изменяться. И когда они все напоятся, Всевышний Аллах, говорит, скажет, о мои рабы, я ваш Создатель, и я вам недоволен. Вы сейчас спросите, что вы хотите. Вот сейчас возьмем такую картину. Мы все оказались в райских садах, Всевышний Аллах напоил нас, накормил нас. Еще спрашивает, что вы хотите. Тогда, говорит, рабы Всевышнего Аллаха, райские обитатели, скажут, о Всевышний Аллах, мы хотим твоего довольства.
и неоднократно вот так повторят. И Всевышний Аллах скажет, говорит, в действительности у меня есть еще один подарок, который уготовлен вам. И тогда Всевышний Аллах покажет, говорит, себя. И от того, что когда они увидят Всевышнего Аллаха, люди, говорят, даже сами не зная о той красоте, того величия, которое Всевышний Аллах в себе имеет, люди, говорят, на сужда будут падать. И Всевышний Аллах поднимет и скажет, говорит, джаннат, говорит, рай, это не место служения. Вы за свои служения вот получили рай, а здесь уже вы не должны служить. Таким образом, Всевышний Аллах поднимет, говорит, этих людей, которые даже на сужда падают. И в раю, после этих пищей, вот это кушание, и после этих вот этих питья, человек, говорит, не будет, говорит, мучиться. Например, как бывает, у нас что-то покушаем, определенное время приходит, мы должны идти по своим нуждам. А таких нужд в раю, говорит, не будет. Человека, бывает, то, что он покушал, то, что он выпил, говорит, это будет выделяться и потом, и отрыжкой. Но как мы знаем все, что кто чеснок кушает, а отрыжка от этого имеет плохой запах. А в раю, говорит, этого тоже не будет. Миском, говорит, приятными запахами, говорит, будет выходить это пот тоже, и это отрыжка тоже. До такой степени все идеально. Это есть наш рай, который уготовлен для мусульман. Нам остается получить удовольствие Всевышнего Аллаха. Мы должны следовать сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и тогда непременно мы будем из райских людей. Дай Аллах нам и всем мусульманам получить удовольствие Всевышнего Аллаха. Особенно если вот сегодняшним азан-насиатом амал делать, в первую очередь мне, вам и всем мусульманам. И дай Аллах, как сегодня здесь собрались, в раю под знаменем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, собраться. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.